После 3 лет написания, года съемок, 4 лет пересъемок и 2 лет монтажа, я, наконец, закончил свой фильм «Опасная полночь». Мара, мы пока оденем, да. А на финале можно же снять, потому что ничего не действует. Да, сейчас максимум сделаем. Вот это очень хорошо. Да. Ну, мне по-всякому нравится, да. Сейчас, подожди, Мира. Сейчас начнем. Из-под земли, говорит, найду. Айрусунен соңына Чхаев. Всех поздравляю с первым съемочным днем. Семирамет. Нас олажақта мен бір роль ойнайжам деп асыл ақылыма да келмеді. Хотя яшылығымда жүредім, драм-кружок, хор-кружок, бір талай таныс кружок. Ама бөле қысмет олды. Қартанайын манасы бек терең. Нечін оны түшінжелері, оны баласын баққан, торын баққан, оны жүргенлері, япқанлары бетасына бек келішім ерегіне ятмай. Бабашка, бабашка! Все было бы по-другому, будь он жив. Не ной, не ной. Питание фильме мало. Он так играет, слушай. На этот столик сделать свет. Так, ну, я пойду пока погрею Светочку. Приготовились. 10-1-1. Начали. И еще несколько удивительных дней мы вам подарим. Гарантирую. Съемочный день окончен. Первый съемочный день, как в любом кинопроекте, достаточно суетливый день. День, когда вся группа пристраивается друг к другу, пристраивается к теме, к технике. Всегда говорят, ну, сделаем скидку на то, что это первый съемочный день. Завтра будет уже по-другому. Второй съемочный день был моим продюсерским кошмаром. Это высоковато. А я могу еще сюда вылезть. Стоп. А ты уже говоришь, вот скажи, братан, что было, что было? До этого фотографии вчера. Ну да я не возьму. В этом весь ипон, братан. И прямо взял жменю и стал жевать. Сейчас я пока вытяну. Например, посмотри по движению. Не можно, а нужно. Мы снимали сцену в клубе, и это было большое количество людей одновременно на площадке, которых нужно было подготовить, загримировать, каждому объяснить задачи, роли. Для этой сцены мы полностью поменяли интерьер в действующем джазовом клубе. Это было очень сложно, но очень интересно. Давайте прорепетируем без камеры. Под ваши звонкие аплодисменты. Мы сейчас повторим эту фразу. Девушки, которые подбегают сюда. Вот так, вот так, вот так. Мотор идет. 2-3-1. Добрый вечер, дамы и господа. И попили все. Там я такой суетной, такой, это именно, там именно про меня. Хватит жрать. Приготовились. Мотор. 4-1-2. Вы губы накачаны или что еще? Я Мага, Жан Бароев.
Ну, мы понимаем, да, что это все в комическом жанре. Мне позвонили, сказали, что снимается фильм. Попросили сыграть Ису. Сказали, что, оказывается, в Крыму есть какой-то ведущий, Иса Исмаилов. И вот его надо сыграть. 4-23-1. Мальчик хотел цвет бордо, белый тоже. Тебе легко. И мне так. 22:30, да? Ребята, отходим оттуда. Все, стоп. 6-6-1. Снято, но сегодня смена окончена. Ну, вот эта как раз сцена должна была показать контраст той жизни, в которой живет его бабушка, и противоположный ночной клуб, в котором не соблюдаются практически никакие заповеди, те, чему учат наши старшие поколения. И вот в один из вечеров в этот клуб приезжает некая звезда из условного Пятигорска. Эту историю мы тоже показали. Мага Джанбароев, вот такой коллективный образ этого исполнителя, кавказского исполнителя, который приехал в Крым и выдается как большая звезда. Из кармана выпала дува. Кинокорм у нас во сколько, знаешь? А вы еще валяться будете? У нас выспаться сегодня Курбан-байрам. Что мы делаем, спросите вы? Мы организовываем плейбэк. Вот такая собачка у нас. Носик, кушает, все дела. Двор-терьерчик. Ваша задача не то, что по машине, а ваша задача быстрее. Эрнест! Какая света? Там и оставайся. Ну, давайте дубль теперь по центру. Пара, что ли? Ребята, а как же кино? Операторы психанули, забрали машину и до свидания. Просто потрясающе. Я не знаю даже. У меня просто эмоции. Просто не играю, я живу. Насколько вам было сложно совместить технические эти моменты все с вождением транспорта с актерской игрой? Это было просто. Вы знаете, что вас ждет? Да, большое будущее. Молодец, ешь! Когда мы снимали сцену на озере, то часть команды соблюдала пост. Время ифтара, то есть разговения, иногда очень запаздывало, но никто из команды не жаловался. Здесь упал, встал. Это уже были последние дни священного месяца Рамазан, тогда, когда, согласно мусульманской традиции, происходит ночь предопределения Хадр Геджесы. Это была удивительно ясная, лунная и очень тихая ночь. Мы находились на озере. Вокруг была тишина, некое мистическое ощущение, оно не покидало нас всю смену. В Эрнесте происходит целый каскад событий. Подходящий момент! Понервнее, Артем! То есть его человеческая природа
заложенное изначально этой его бабушкой, которая его учила молитвам, которая учила родным песням, родному слову. Айбетлеп татарджа остерген она, оно в нем берет верх, оно ему помогает очиститься. И это вот эта вот вода, где он увидел, в кого он превратился, да? Я вот так весь. Ну да, что ж такое. Начали! Все, давай, пошел, бей, убивай! Повторяешь молитву. Смена закончилась. Один еще не начал. Ночная смена, конечно, была нелегким испытанием. К счастью, на фильме она была одна, хотя пережили, мне кажется, с трудом ее все. Сцена была водная, рядом было озеро. Главный герой в него падал и дубль за дублем становился на коленях в ледяную воду, и костюм которого у нас не было запаса. Нам приходилось сушить на световой пушке и заново его одевать. Я считаю, Арсен совершил героический поступок, поскольку я эту смену работал в пуховике, и мне было холодно. Я представляю, насколько адски холодно было лично ему. Да, снимает, понял, а я и там, и тут, короче, кино про меня просто. Бабушка это бабушка. Просто я если поставлю микрофон в комнату, мы услышим комнату. А ты мне поможешь? Вот сказать, вот это мы снимаем. Сельским самогоном. Да. Раз пошла такая пьянка. Еще раз разговор с Артурчиком. Начали. Отвечает, да, потом бросаем. Давай вот это еще раз запишем. Короткий метр — это самое сложное. Надо в эти 20 минут спрессовать весь смысл, который заложен режиссером, автором сценария. Поэтому здесь вдвойне, втройне ответственность, как можно короче объяснить ту суть, которая заложена в смысле этого фильма. Он отсюда купил, туда продал.
прекрасный съемочный день. Он говорит, что ты конформат, знаешь, мебельный. Он же вспомнил и начал это. Вот, да. Быстренько было, стало. Хорошая у вас работа. Ой, пчела. Я бы ее убил. Камера, мотор. Мотор идет. 17.1.1. Камера, мотор. Ну а что, бывает вот так вот делают. Как навесный, да? Ну да. Давай еще разок пробуем. Внимание. Да, пожалуйста, еще раз приготовились. Может, лучше кусочек заснять, пока он делает? В принципе, если он вот так сделает, меня это устроит. Курлы, парень. Супер проект, супер команда. Ты с кем суперничаешь, а? Суперский, да, такой? А кто у тебя соседи с той стороны? Буйно. Вот типа да. Да, ну правильно. Попробуйте его еще раз кинуть на эту ветку. Ребята, мы же его кинули-то вот с этой стороны. Не надо ничего говорить. Уважаемая съемочная группа, сегодня в нашем проекте закончили свою работу наши актеры. Главный наш актер Арсен Джемилев, Эрнест. С днем рождения! Savluk, icadi yolunuz daima uzun olsun. Поздравляю всех, мы закончили сегодня так называемый съемочный период. Благодаря усилиям всех и каждого в отдельности. Всем огромное спасибо. Allah sağlık versin Asiyet'ten. Один шаг сделан. Первая часть марлезонского балета. Этап постпродакшена, он не менее, а иногда и более важен, чем сам продакшн. Мы сняли историю, а теперь начинаем ее рассказывать. На проекте я участвую в качестве режиссера монтажа и колориста. Если сами съемки длились 5 смен, то моя работа длилась несколько месяцев. Работая с режиссером-постановщиком и реализуя его замысел в монтаже, я вынес неоценимый опыт. Каждый кадр имеет свой смысл, он должен что-то рассказать. Есть то, что обычно зрители не замечают, а лишь ощущают на уровне восприятия. Например, в фильме цветокоррекция решает творческую задачу, передает настроение, подчеркивает эмоции. Цветокоррекция служит негласным разделением между прошлым и настоящим, между тем, что герой любит, и тем, что он ненавидит. Может, не надо про это? Это нюансы, не. Да не, детали, да. Звуки прописывались на площадке, оригинальные атмосферы, шумы, акценты и так далее. После непродолжительных съемок, насыщенных и трудовых, следовали длинные ночи монтажа, постпродакшн звука. Ну, работать, конечно, было в удовольствие, потому что музыка была оригинальная, написана она была под картинку, что немаловажно. Каждый удар барабана и так далее соответствовал какому-то действию на экране. Большую часть музыки к фильму написал наш талантливый, прекрасный композитор, музыкант, аранжировщик Усейн Бекиров. И я считаю, что он, не находясь на съемочном процессе, очень тонко уловил все то, что мы хотели рассказать. Для меня это история о парне, одержимом материальными выгодами, утратившем семейные ценности, уважение к себе и единственному близкому для него человеку – бабушке. Это вечная история борьбы поколений. Это отцы и дети. Кто мы, что мы и зачем мы сегодня здесь? Что есть эта земля, которая была нам дана? Есть ли она товар, которым мы можем распоряжаться и продавать? Мы обратились к нравственности, к истокам, к человеческим ценностям. Я думаю, это всегда актуально. Это лаборатория. Для искусства это самое-самое ценное. И я надеюсь, что она получит отклик у зрителей
И те главные посылы, которые мы хотели донести, люди услышат. Конечно, мы будем продолжать творить, работать, и мы уже в пути. Мы заканчиваем этот проект и начинаем следующий. Это был мой взгляд на то, как создавался фильм.